Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала «Сделано в Казахстане» АК-79. В этом году наша страна отмечает 175-летие великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева. Но что мы знаем о потомках великого поэта? Именно об этом будет мой сегодняшний видеоролик. В 1875 году в семье великого Абая родился мальчик, которого назвали Турагул. Матерью этого мальчика была младшая и любимая жена поэта Айгерім, которая являлась потомком великого казахского батыра Мамая Жұмағұлұлы. Таким образом, Турлығұл уже с рождения объединял в себе кровь великих людей и просто не мог остаться безвестным. Абай еще в детстве обратил внимание на то, что его младший сын имеет выдающиеся способности и постарался дать ему прекрасное образование. И Турагул еще в юности в совершенстве овладел русским, арабским, древнетюркским и персидским языками, прекрасно знал основы ислама, имел неплохие музыкальные способности. Когда Турагул подрос, Абай стал привлекать его к искусству управления. Уже в 25 лет Турагул стал заместителем своего брата Мағауи, избранного волостным управителем Чингисской волости. В 1904 году Турагул уже сам становится волостным правителем Чингисской волости, продолжив таким образом династию влиятельных казахских аристократов Кунанбаевых. Однако власть не испортила Турагула. Он так и остался в народной памяти, как ревностный защитник простых казахов и веры своих предков ислама. После увольнения со службы Турагул поселяется недалеко от своего дяди, не менее прославленного казахского философа Шакарима Кудайбердиева, и становится его верным соратником в деле пропаганды и распространения наследия великого Абая. В 1909 году Турагул Кунанбаев вместе с двоюродным братом Кокитаем Скакулы при поддержке Алихана Бөкейханова выпускает первый сборник стихов Абая в типографии Ильяса Бараганского в Санкт-Петербурге. Когда в начале 20 века почти все передовые и образованные казахские интеллигенты объединяются вокруг первой казахской политической партии Алаш, Турагул Кунанбаев, который не только был знаком, но и дружил с такими выдающимися казахскими лидерами, как Алихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймаутов, конечно, тоже присоединяется к Алашу. В декабре 1917 года Турагул участвует в организации и проведении Второго Всеказахского съезда, на котором была провозглашена Алашская автономия и избрано правительство Алаш-Орда. Хотя сам Турагул и не был избран в состав правительства Алашской автономии Алаш-Орда, на него решением этого съезда было возложено не менее ответственное задание. Турагулу вместе с Міржақыпом Дулатовым было поручено провести съезд казахов Сырдаринской области. Одновременно Турагул Кунанбаев был направлен специальным представителем Алаш-Орды в туркестанской автономии для корректировки совместных действий. Эти факты говорят о том, что Турагул Кунанбаев пользовался большим доверием лидеров партии Алаш и имел немалый авторитет в казахской степи. В 1918 году Турагул Кунанбаев вместе со своим другом, блестящим казахским писателем Жүсіпбеком Аймаутовым, решает заняться журналистикой и основывает журнал «Абай», который издавался на арабской графике в городе Семей. Первый выпуск журнала вышел 4 февраля 1918 года и быстро приобрел популярность. Уже всего лишь через месяц у журнала «Абай» насчитывалось около 1000 подписчиков. Журнал «Абай» пропагандировал не только произведения Абая, но и поднимал насущные вопросы казахской культуры и литературы, истории и этнографии. Здесь печатались статьи об общественной и духовной жизни, о науке и философии, социальных проблемах казахского народа. Постоянно печатались в данном журнале такие известные казахские лидеры, как Шакарим Кудайбердиев, Султанмахмуд Торайғыров, Сәбит Дөнентаев, Мағжан Жұмабаев, Идрис Мустамбаев, Турар Рысқұлов, Халил Досмухамедов, Мухтар Әуезов.
После ликвидации алашской автономии журнал «Абай» вызывает недовольство большевиков своим суперпатриотическим содержанием и в конце 1918 года закрывается. Всего было выпущено 12 выпусков этого журнала. После объявления амнистии всем бывшим активистам партии «Алаш» в 1919 году Турагул Кунанбаев занимается переводческой деятельностью. Именно в это время он переводит на казахский язык такие произведения, как «Челкаш» Максима Горького, «Сказание о Кише» Джека Лондона, «Антек» Болеслава Пруса, «Мария Большевичка» и «Я влюблен в жизнь» Александра Неверова. Одновременно Турагул занимается сбором и сохранением наследия своего отца Абая, пишет его первую биографию Акем Абай Турала. Но такая бурная творческая деятельность продолжается недолго. И уже в 1922 году Турагула, как активного члена Алаш-Орды, вместе с Алиханом Букихановым и Миржакыпом Дулатовым посадили на 4 месяца в тюрьму. В 1927 году он был арестован повторно. 19 ноября 1928 года Турагул становится жертвой провозглашенной Голощёкиным кампании по борьбе с казахскими баями и отправляется в ссылку с полной конфискацией имущества в город Шымкент. Последние годы жизни Турагула Кунанбаева были наполнены трагедией, охватившей тогда, наверное, почти каждую казахскую семью. Вначале, в 1930 году, скоропостижно в Ташкенте умирает от болезни сын Турагула Жебеш, которого выслали из Казахстана как сына алашординца. Вскоре арестовывают как врагов народа самых близких людей Турагула, которые оказывали ему в ссылке всяческую поддержку, племянника Даниэла Скакула-Кокитаева и Мухтара Ауэзова. Затем в 1931 году без суда и следствия были расстреляны в тюрьме младший брат Турагула, сын самого Абая Микаил и зять самого Турагула, муж его старшей дочери Акыш Санияс Медеула. После этого был арестован муж второй дочери Турагула Макен Улухбек Мухамеджанов. В 1932 году был арестован и через год расстрелян второй сын Турагула Зубаир. Все эти трагические события оказали на Турагула самое тяжелое влияние, ухудшили его здоровье, и в 1934 году в возрасте 59 лет он скончался в небольшом поселке Сарагаш в Южном Казахстане. Могила Турагула, к сожалению, не сохранилась, так как территория старого кладбища, где он был захоронен, впоследствии была застроена корпусами Шымкентского химического фармакологического завода. Вот так завершилась судьба сына великого Абая Турагула, который почти полностью повторил трагическую судьбу своего отца Абая, который также скончался в 58 лет после безвременной смерти своих старших сыновей. И хочется верить, что в этот юбилейный год, посвященный памяти великого Абая Кунанбаева, наша страна ограничится не только восхвалением творчества великого казахского философа, а уделит немножко внимания и возрождению памяти его потомков. Скоро завершится этот юбилейный год памяти Абая. И было бы действительно прекрасно, если бы он завершился присвоением какой-нибудь улицы в любом крупном городе Казахстана, даже маленькому аулу, имени великого сына великого поэта, патриоту казахского народа, известному деятелю партии Алаш Турагулу Абаюлы Кунанбаеву.